Тема трансформации традиций, мне кажется, уже многим набила оскомину. Говорим очень часто, но чаще всего говорим на остинском языке. Вот Аслан нам только что сказал, такой легкий упрек в наш адрес кинул, почему на русском языке. Объясняем, наверняка наши зрители задаются таким же вопросом. На сей раз мы решили поговорить об изменениях трансформации традиций на русском языке, потому что у нас достаточно широкая аудитория. Нас смотрят не только в Северной Осетии, за пределами Осетии. И нам бы хотелось, чтобы и другие нас услышали. Наверное, в первую очередь из-за этого. А так, у нас огромное количество передач на остинском языке. Это и Нашента, и Кувак, и Ир, и Барнон Нахаш. В общем, на любую аудиторию работаем. Но сегодня на русском языке. Для начала я решила так, чуть-чуть академично, наверное, подойти к этому делу. Понять, что есть традиция. Да, понятно, что это исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения. Но что интересно, что влияет на формирование традиции и за какое время вообще это формируется? Как мы вот буквально 5 минут назад говорили, традиция тот или иной ритуал или пока нет? Диана Вайнеровна, помогите нам. Ну да, и более короткое определение традиции – это лицо народа. Вот если мы остины, то наше лицо – это наши традиции, насколько мы их соблюдаем, насколько серьезно мы к ним относимся, насколько мы соответствуем нашим предкам, бабушкам, дедушкам, мамам, папам. Ну и время идет вперед, и общество развивается, и мы на земном шаре не единственная национальность. И, естественно, вокруг нас тоже определенный контекст северокавказский, российский, мировой контекст. И сейчас с помощью абсолютно всех средств массовой информации мы получаем огромное количество информации. И, естественно, наше общество тоже старается соответствовать вот даже не столько российскому, возможно, контексту, а мировому контексту, судя по тому, что вливается новое в наши традиции. И, значит, мы тоже идем в ногу со временем. В этом плане остины открытый народ. И в чем-то консервативный, но в том, что они не хотят отставать, допустим, от всего российского общества и мирового вообще общества, это совершенно точно, это про нас. Ну, может, эклектическая натура, эклектичная натура? Нет, это... ни в коем случае. Нет. Это слово абсолютно не подходит к остинам. Мы не противоречивы? Нет, мы не противоречивы. И это ключевое слово, то, что мы не противоречивы. То есть, если мы включаем какой-то элемент в свою традицию, это достаточно осмысленно и достаточно аргументированно происходит. И это происходит в связи с тем, что наша остинская традиция, она очень архаичная. Она древняя, индоевропейская, индоиранская, иранская традиция. Она архаична. То есть не каждый народ, при всем уважении, так сказать, ко всем народам, проживающим, опять же, на земном шаре, на всем, не каждый народ имеет такую архаическую традицию. Почему? Потому что ислам сделал свое дело на огромной территории, христианство реформировало очень многие древние традиции, а мы, можно сказать, уникальный народ, который в полном смысле этого слова не поддался ни христианскому реформированию, ни мусульманскому. Это не значит, что у нас нет церкви, это не значит, что у нас нет христиан, это не значит, что они у нас есть. Это искренние христиане, искренние мусульмане и так далее. Но то, что остинское общество цементирует наша осетинская традиция, это, мне кажется, факт, который не нуждается в лишней аргументации. На данный момент это так. Что будет через 10 лет, через 20, через 50, время покажет. У нас очень часто любят ругать молодежь, а мне кажется, что сейчас нынешняя молодежь, наоборот, тянется к традиционным каким-то ценностям, не каким-то определенным ценностям. Они изучают и пытаются придерживаться традиций. Тем не менее, Фатима Сергеевна, вот помогите, что влияет на то, чтобы сформировалась традиция? Что в первую очередь должно быть? Прежде всего, это социально-экономические изменения, в частности, глобализация. В частности, глобализация, которая привносит свои плюсы, свои минусы в любую цивилизацию, в любую культуру. И осетины, конечно, не исключение. Конечно, глобализация, она может подавлять и подавляет в какой-то степени национальную культуру, но мы никуда от этого деться не можем, потому что меняется вместе с приходом глобализации, меняется менталитет, меняются ценности, меняются вызовы общества. И поэтому у каждого последующего поколения менталитет разнится.
И поэтому мы не можем говорить, что то, что было актуально 100, 150, 50 лет, даже 30 лет назад, это будет и должно быть актуально в молодежной среде. Также на формирование традиций оказывают влияние технические инновации, появление молодежных субкультур, молодежных, именно молодежь проводит какую-то часть традиций, насаждает в обществе, и общество к ним привыкает. Опять-таки, появление новых слоевых классов, то же самое, да, может привносить какие-то новые традиции и так далее. Особенность традиций в том, что в отличие от обычаев, они более податливы, они более гибкие, и они способны даже сквозь столетия приспособиться к новым социально-экономическим условиям и выжить. То есть, если говорить об обычае, обычай жив, пока он несет социальную полезность либо целому обществу, либо каким-то слоям, классам и группам. Но как только эта социальная полезность исчезает, обычай отмирает. С традициями все немного по-другому, потому что они податливые. Некоторые традиции – это и есть обычаи, которые смогли перешагнуть вот этот Рубикон временной, приспособиться, может даже где-то видоизмениться, но они выжили, может они где-то приобрели иные смыслы, но они выжили и они актуальны по-прежнему. Да, абсолютно правильно. Руслан Георгиевич у нас часто на наших телевизионных площадках рассказывает именно про обычаи, про какие-то трансформации обычаев. Вот расскажите, какие-то, может быть, даже давайте начнем со свадебных. Мне кажется, это самое такое популярное. Точнее говоря, свадебные традиции, обычаи, они самые гибкие. Я могу ошибаться Впитывают сейчас. в себя. Обычаи 20-30 лет назад и сейчас отличаются или все-таки так особо? Отличаются. И сильно отличаются. 30 лет назад не было ресторанных свадеб, где функции тамады брал ведущий. Музыкантов не было вот таких. В те времена было так. Гармонистку приглашали тоже за неделю вперед. Вы должны, просили вот сыграть на свадьбе моего сына и тому подобное. Кто человека, семью уважал, они и пели, и танцевали. И люди были счастливы на этих свадьбах. Еще скажу такое тоже. Сейчас эти ведущие придумывают, дай Бог им здоровья, плохое не говорю, они продвинутые, современные. Но приходят, я часто сижу, почему-то не знаю, востребованный старший. Уже не такой я старый, 47 раз я сидел с тамадой на свадьбах. И видел недавно, и ведущий приказывает, подожди, говорит, не вы заходи, там, это отец невесты. Вот через 10 минут ты должен завести невесту, вот так в центр, и что-то, какие-то вот указания. Когда это у нас было, чтобы отец свою дочку в Астин выводил по указанию кого-то? Скажем так, надочажная цепь тоже, вот наболевшая. Это священное. Вы же знаете, и примеры, все здесь умные вокруг. Надочажная цепь – это покровитель семьи. Это все для человека. Если эта надочажная цепь не принадлежит моей семье, какое кому дело? Это театрализованное представление, я понимаю. Поэтому вот это все лишнее. И люди возмущаются. Руслан Георгиевич, мне кажется, вот у Аслана очень интересное мнение. Как ты считаешь, почему то, что раньше было священным, сейчас стало таким немного театрализованным? Ни в коем случае я сейчас без осуждения это говорю. То есть это как факт мы сейчас. Констатируем факт. Да. Для чего это нужно? Я так понимаю, в это нужно верить для того, чтобы делать. Но в данном случае я не уверена, что те, кто это делают, вообще понимают смысл. Конечно. Те, кто это делают, они не понимают смысла, ибо им нужно просто заработать деньги. Им вообще все равно. На Амонду заниш. 5000 на лапу с Фандеркан. Вы имеете в виду, это не инициатива молодожен? Инициатива молодожен, потому что они хотят то, что видят. Если бы они видели настоящую красоту, как вот, понимание, да,
то они бы хотели то, что должно быть, ну, обрядность, вот, красоту, вот, иронах Далмагашка. Но они видят то, что видят. И если я буду видеть вот эту красивую ручку, я буду хотеть эту ручку, не потому что это... И я не буду знать, что она не пишет. Я буду хотеть красоту, но не стержень. Мирайсон не будет писать. То же самое и тут. То есть они требуют то, что видят. То есть делать из своей свадьбы клоунаду в угоду кому-то. То же самое на Руслан Кучага. Значит, пригласить тамаду, со стороны таких случаев много, который просто сядет, свой стих расскажет в определенный момент, ну, расписано, вот так, за Бога, за Уаштаж и так далее. Что станешь, и уйдет Хонтима. Ему все равно, они завтра пойдут в ЗАГС на развод, или они завтра будут счастливы, или тому подобное. Верно. Но для того, чтобы всего этого не было, должны показывать красоту. Должны показывать красоту в оригинале. Если вот эти экскурсоводы не рассказывают, в музеях не доводят до людей, по телевизору об этом не рассказывают, как, ну, я знаю, а как мой ровесник, у которого в доме нет деда, нет отца, должен это знать. Об этом нужно говорить. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали – это то, что мы стали бояться сложностей, трудностей, и мы начали убирать что-то из культуры. Например, вот. Например, вот свадьба во дворе. Раньше, сейчас начинают говорить, вот сложно бычка зарезать. Бычки не поменялись, слабыми стали. Значит, мы начали жалеть своих сыновей, своих братьев, своих там внуков. И когда некому бывает зарезать бычка и привозят с бойни половину от одного бычка, голова от другого бычка, кусок от одного. И мы хотим, чтобы у нас наша молодежь выросла адекватной, она выросла знающей. Каким образом? И поэтому вот эта всемирная помойка их поглотила. Вы хотите сказать, что идет формализация 100%. каких-то... Она уже произошла. Да. Она уже произошла. Тут вот насчет Шафа и Рахаш у меня такой вопрос. Я понимаю, что это кто-то увидел, прочитал и решил вот в такой форме. А нельзя ли в этом усмотреть что-то положительное? А может быть, вот сегодня мы пока это делаем формально, а, например, лет через 5, ну вот те, кому, например, 15, может быть, я сейчас идеализирую наше общество, но тем не менее, лет 15 скажут, интересно, а вот какое значение вот этот обряд имеет? Или я сейчас... Право. Вы правы. Вот представьте, Шафа и Рахаш, вот у осетин не было в далеком прошлом ни Библии, ни икон, много чего. Сегодня во многих домах тоже их нет. Но если мы зайдем в настоящую христианскую семью, не в те вот эти фанатики, которых сегодня слишком много развелось, они где-то христиане, потом они сами не знают кто. Сектанты, да. А зайти в дом христианский, вот именно настоящий, где знают Библию в корне. У них в углу там иконостас, много икон, я в них не разбираюсь, занавеска. То есть это для них самое святое, что может быть в этом доме. А если бы... И они знают, для чего это нужно. Там Матрона Московская, другие святые. А зайти в осетинский дом, например, и увидеть где-то в углу, пусть даже импровизированный угол, осетинский визит, это частный, ну, я не говорю, башташтовый шанс вместо люстры. Сегодня в квартирах это и невозможно сделать. Но если в углу у тебя есть какой-то уголок традиционный, и к тебе придет гость, ты уже сам себя будешь вести возле своей надежной цепи так, как вели себя бабуля, там, дед, прадед. И придя к тебе гость, он первый вопрос задаст, а что это такое? И он захочет такое же, если правильно довести до этого человека. То есть это пропаганда своей истории, это сохранение своей культуры. Опять-таки, это не формализация в данном случае. Ведь надочажная цепь же играла не только сакральную роль, но и практическую. Да, однозначно. Она не висела. Да, то есть основа, да. А сейчас мы уже в современных условиях. Очень злободневно. Можно я скажу? Да, конечно. А вот в дискурсе театрализованности свадебной церемонии хотелось бы упомянуть, допустим, вот эти вот, ну, скажем так, появившиеся недавно на обычай, традицию использования огнестрельного оружия, да? То есть
Я вообще, например, не понимаю, как и разве многие в обычно? нашем обществе, Первый раз. Йосыштыргупыта самакаунс, и зачем Это всегда использовать бывает, это всегда как раз огнестрельное оружие? Насколько это наша Можно я традиция? дополню вас? Да, конечно. и какой смысл она несет? Есть определенная статистика по ранениям и даже убийствам от шальной пули именно во время вот этого вот действа. И насколько, каков смысл этой традиции? Мне кажется, это Да, переняли я соседи. объясню. Да, Руслан. Коротко, я буду краток. В настоящее время никакого смысла нету. Это как горе принесет, больше нету. Это в былые времена, когда еще на тачанке невесту везли и тому подобное. Вот за 2-3 километра, когда приближались к дому жениха, тогда стреляли. Это означало, что подъезжает кортеж. Оповещали, И начали перегонки всадники. И кто первый приходил к дому, ему выносили хон как победителю. Вот это означает. Но это было давным-давно. В настоящее время это уже... Актуальность это уже утрачена, да? утрачена. Я всегда предупреждаю, чтобы никто... Потому как, если где-то стреляют, я знаю, кроме несчастных случаев, вызывают и милицию, и тому подобное, и неприятностей не берешься. А вот у нас Асланбек, я уже сказала до вот начала нашей Скромный беседы. сидит, Да, сижу, скромно скучаю. сидит. При этом пример, я без лишней скромности скажу, что пример для подражания. Расскажи, пожалуйста, Аслан, вот если брать современные свадебные обряды, традиции, есть ли что слегка смущает или, в принципе, ну, я лично, например, спокойно отношусь? Ну, у нас все быстро трансформируется, иногда не в лучшую сторону, иногда в лучшую сторону. Я, например, считаю так, что если мы придерживаемся какой-то традиционной астинской свадьбы, пусть она такой и будет. Каждый человек сам волен решать, каким будет его торжество. Но смешивать одно с другим и выдавать это потом за астинские традиции, я считаю, это не совсем правильно, потому что много приезжих, много гостей, и они все бывают дезориентированы. Они, ну, потом для них это как вот астинская традиция. Хотя на самом деле есть моменты, к которых традиции отношения абсолютно никакого не имеют, на мой взгляд. Поэтому... Если мы говорим про традиционную астинскую свадьбу, как уже наши уважаемые гости до меня сказали, конечно, там речи не может быть о сторонних ведущих. Зачем тогда старшие? Мы, получается, обезличиваем наших старших, потому что на их место приглашаем человека, который руководит. На мой взгляд, руководить должны старшие. Если мы говорим о такой немного европейской свадьбе, ради бога, тогда не делайте это в астинском формате, не одевайте невесту в астинское платье и так далее и тому подобное. Поэтому здесь мое личное мнение, что нужно разделять. А у нас все это настолько уже сплелось в единое целое, что уже даже иногда самому трудно отличить, где тут наше, где тут не наше, скажем так. Поэтому терять мы, конечно, не должны свои корни, потому что я считаю, что это основное, благодаря чему мы вообще живы, благодаря чему мы держимся, скажем так. Насчет старшего еще хотел дополнить. Да. Если покупной старший, грубо там, скажем, да, абы кого попало пригласили, который стихотворно что-то рассказывает, старший должен перед тем, заблаговременно его предупреждают, вы должны украсить мой торжественное мероприятие, и он должен очиститься. Там несколько дней, даже неделю, не есть свинину, курятину, там яички и тому подобное. Он с чистым... Просто если человека пригласили, чтобы красиво что-то стихотворение рассказал и что-то такое, его слова не дойдут Но нет до души Всевышнего. и искренности. Нету. Мы вот с Дианой Вайнеровной говорили о том, что обсуждали свадебные обряды и традиции. Вот вы сказали о том, что в принципе, наверное, в современной свадьбе многим хочется больше веселья. А традиционно астинский – это больше сдержанность. Абсолютно это верно. вот то, что Фатима Сергеевна говорила, поменялся менталитет, мировоззрение или… Ну, веление времени, то, что мы очень уставшие, мы не можем вкладываться, как вы говорите, душой в то, что мы делаем. И об этом говорил еще 30 лет назад Вилен Уарзяти, известный этнограф. Он сказал, что астинские традиции – это тяжкий труд. Это вести себя правильно с утра до вечера. Это на праздники себя правильно вести, а не просто веселиться.
Это на печальных событиях соответствующим образом себя вести, одеться и так далее. То есть для некоторых членов нашего осетинского общества, не только осетин, ведь на наших вот этих мероприятиях присутствуют все жители республики, с удовольствием, кстати говоря, искренне с удовольствием разделяют с нами и печаль, и радость и так далее. Стало тяжело выполнять эти традиции. И он говорит, ну если нам тяжело, ну давайте от них откажемся. Это вот эта категоричность, она прозвучала, кстати говоря, вот в выступлении Аслана, он абсолютно прав. Если мы хотим свадьбу провести в каком-то другом формате, костюм из этой оперы, значит, веселье из другой оперы, и там кидание, значит, этого самого букетика из европейских и так далее. Не надо называть это осетинской свадьбой. И это важно не просто для людей, которые со стороны сейчас туристы и так далее. Это прежде всего важно для нас самих. Потому что осетинские традиции, об этом сказал наш уважаемый старший, это не просто душу вкладывать. Это нужно выдержать вот эту смысловую доминанту вот этого праздника, либо не праздника. Мы верим в то, что если мы проведем правильный обряд, жизнь у этих молодоженов сложится хорошо. Цепь – это вертикаль, это тоже путь к Богу. Понимаете? Если эти слова не дойдут, значит, у нас здесь, на земле, все будет нехорошо и неправильно. Понимаете, о чем речь? Это не про искренность, не про душевность. Да, этот момент тоже есть. Мы должны уважать друг друга, мы должны вкладываться, но мы должны понимать эти высокие смыслы. Диана Вайнеровна, тут вот вы говорите про веру, про молитву и веру в Бога. Я понимаю, что для многих, в частности для невесты, вот этот танец жениха и невесты, который является европейской традицией, символизирует, то есть они для себя придумали, символизирует некое единение. Я сейчас, может быть, додумываю, да? Тогда вот в современных условиях как донести какие-то сакральные идеи и смысловую нагрузку? Вот таким образом никак. Молодежь не должна давлеть. Не дело молодежи исправлять вообще традиции. Молодежь должна знать свое место. Молодежь не всегда сажали за стол вообще. Они прислуживали старшим. Но это же вот глубоко осетинские традиции. Мы их в корне нарушаем. Это очень плохо. Любой древний, уважающий себя народ придерживается своих традиций. Он понимает, что это его лицо, и если он будет бесконечно искажать свою традицию, он будет никем. Он ни русским не станет, ни грузином не станет, ни дагестанцем, ни чеченцем, никем он не станет. Потому что их традиции тоже древние. Они там, им каждая традиция по 1000 и больше лет. Наши традиции тоже, наши еще архаичнее. Это древняя индоевропейская традиция, поэтому она многим непонятна. Я, знаете, какой вопрос хочу задать? Может, слегка даже глупый. Фатима Сергеевна, вот подскажите, бросание букета невестой, может ли, мне кажется, это вполне безобидное, не вульгарное, создающее настроение, скажем, некое действие, может ли стать через какое-то время традицией? Вполне, вполне, потому что даже куда-то выезжая в соседние республики, нередко видишь, что невеста в хиджабе, одетая в лучших мусульманских, арабских даже, да, то есть не будем скрывать, что арабизация сейчас происходит на Северном Кавказе, в том числе и во внешнем облике, и в менталитете и так далее. То есть от и до соответствующая арабским, исламским традициям невеста берет и в какой-то момент бросает значит, этот букет в толпу таких же покрытых подруг. Да? Здесь мы видим яркий пример того, что все-таки глобализация, для нее преград нет. Даже на Кавказе, даже сквозь вот эту вот брешь религиозную, ментальную, культурную нету. То есть мы можем, да, мы можем говорить о том, что очень быстро это станет даже обычаем, наверное, даже у кавказских народов, потому что никуда от этого не деться. Социальное заражение – это очень сильная вещь. Плюс вот это все заражение, оно усиливается с помощью СМИ, да, личный пример и так далее. И вот хотелось бы добавить к моменту того, что может влиять на то, чтобы молодежь знала и соблюдала свои традиции, это прежде всего преемственность поколений. Чтобы какие-то чуждые, да, там, элементы традиций, чуждые обряды, чуждые обычаи к нам не проникали. Ну, проникать-то можно, да, но чтобы они не укреплялись и не занимали место традиционных таких вот каких-то моментов, прежде
всего, повторяю, преемственность традиций, и начинаться это должно в семье. Если перед глазами ребенка проходит соблюдение этих традиций, этих обычаев, проводятся в жизни, соблюдаются какие-то морально-нравственные нормы, ребенок это запомнит на всю жизнь, и модель его поведения в будущем будет такая же, как была у его родителей. Поэтому родственные связи и личный пример – это важный фактор соблюдения традиций, сохранения традиций и передачи их, в свою очередь, последующим поколениям. Я хочу вернуться к свадебным традициям и обрядам. Очень часто у нас какие-то вообще свадьба превращается в какое-то помпезное действо. И мне иногда кажется, что мы просто пытаемся друг друга перещеголять. Я не знаю, я могу ошибаться, но вроде бы хвастовство не наша остинская черта, Диана Вайнеровна. Уже наша? Откуда это пришло, Аслан? Подскажи, как ты думаешь? Или я не права? Из интернета. Откуда к нам пришло то, что вот приводишь невесту Кухол-Казакба, Амзуарджан приводят невесту в дом жениха или пусть в этот ресторан, где у него вот красивое оформленное место, это ее святое, это святое место для нее. Она из одного святого места отцовского дома выходит и приходит в другое святое место. У Манарфата Факот той, сюда она приходит, заходишь, и в ее углу стоят какие-то две подруги. Они могут быть нормальные с виду, но, во-первых, мы не знаем, с какой они аурой, какая у них судьба, самончами, сынамончами. И они встали, то есть это препятствие чьей-то дочки, чьей-то снохе, чьей-то супруге. Мы ражма шла удочки, купите место. Так если в ее же доме, куда она приходит, место надо покупать, то зачем ее? Вчера выпрашивали старшие этой фамилии. Миновар-то зачем отправляли? В Хаджета, Фидауджета. Они еще кто, если надо есть вот будет этот элемент, он покупать? Отрицательный. Старшие почему не делают тогда? Я вам скажу, почему старшие не делают это замечание. Потому что родители этих девочек где-то сидят с этими старшими. Мама Шажардей хуттам Абасовун, чтобы не обидеть. А им надо объяснять. А это уже укоренилось. Да. Они-то хотят просто шабашку сделать. Да, Им мы поняли. наплевать. Я же до этого сказал, они уже давно встретились, родители жениха и невесты, и обговорили это с ведущим. И вот ведущий им показал, как, куда подвести невесту и тому подобное. Ведущие – это вообще божье проклятие. Они кто? Шаханома, и вот видишь, лаг, Жиана, Дарсина, вот. Ты отвечаешь за эту свадьбу, все, отец свободен, отцу все равно. Там и жених баллон свободен. сломается. Аслан, Жениха вообще почему не вы бывало не там. говорите об этом? 3 дня. Что жениха вообще не было на свадьбе. Самое сложное, что должен был сделать жених, это как-то через кого-то, доме через фирму, троюродных да. братьев, маминых родственников сказать. Обычаи избегания. Да. Опять-таки, я без осуждения. Я тут такую роль решила выдержать. Диана Вайнеровна, вот давайте еще раз объясним, почему жених не должен был присутствовать на свадьбе. То есть это, в принципе, общеизвестный факт. Да. Коротко передам вам мифологическую схему «Остинская свадьба». Она великолепно описана в книжке «Традиционная остинская свадьба» Валентина Газданова, тоже нашим очень известным, к сожалению, рано ушедшим из жизни этнографом. Но, слава богу, Валя успела написать эту книжку. И она там очень хорошо рассматривает эти мифологические схемы. Дело в том, что невеста в контексте остинской свадьбы – это посланная с небес создание, а жених все-таки человеческое существо. Более земной. Да. И наша остинская свадьба рассказывает нам о том, вот в процессе обряда, что вот он удостоился, вот этот жених, он герой, он удостоился вот этой небесной девушки. Соответственно, эта небесная девушка должна соответствующим образом себя вести и нисколько не испортить этот образ. Да, и именно поэтому вот это действо, оно действо небожителей. Амзуарджин небожитель, потому что в нартовском эпосе и так далее мы будем видеть в фольклоре, что Амзуарджин то Татартуб, то Лактажат, ну и так далее и тому подобное. То есть вот те, которые по бокам невесты, они небожители, они ее ведут. Они ее ведут к вертикали, вернее, дома она обходит эту вертикаль домашнюю, и когда она попадает в угол чужого дома, это тоже святое место, как Аслан уже сказал. Вот. А жених, да, удостоился. Он герой, но пока он не должен появляться. И этот обычай избегания, он, кстати говоря,
кавказскими народами очень хорошо соблюдался. Я не знаю, то ли они у нас позаимствовали, то ли что. И вот этот момент избегания обычаи сохранился в Турции у кавказских народов. То есть, когда в дом приходят, вот в дом, в молодую семью приходят родственники невесты, жениха там нет за столом. Жених скромненько стоит чуть ли не за дверью там. То есть он должен заслужить, да, я так подозреваю? Да, он должен заслужить, либо прислуживает им, понимаете? То есть вот, к сожалению, может, кому-то не понравится из наших молодых людей такая роль, но, во всяком случае, она оправдана нашей традицией. Еще одну поправку я хочу внести, я извиняюсь. Вы сказали, Игорь, Кухлхаса, Гамзуарджин, шофер один, второй, за одну руку, за вторую дверь подводят. За правую руку должен держать Кухлхасак, шофер, Да. за левую Кангамад. Ну, Это вот они тоже все небожители, почему-то, короче говоря. я понял, но почему-то это у нас тоже забывают Вот, и пожалуйста. не выполняют. Но, может быть, просто не знают какую-то смысловую, именно вот сакральный смысл. Почему именно так должно быть? Первое, они знают сакральный смысл. Ну, к счастью, у нас есть Я могу литература. объяснить. Пожалуйста, читайте. Невесте могут перетянуть там сильно пояс или что-то такое. Может ей плохо стать, может ей что-то давление подняться. И она не может поделиться с мужчиной, с парнем. Ну, это с обывательское женщиной. отношение. Ну, да. это А древний сакральный мифологический смысл вот такой. Но, я извиняюсь, вот и вашу книгу, и вот таких книг у нас около 10 уже. Вот наши уважаемые старшие, которые хорошо У меня знают 13. обычаи. Вот. Наши уважаемые старшие, которые считают, что это общество должно развиваться в правильном направлении, что касается традиций, потрудились и написали для нас книги. Они продаются. Пожалуйста, покупайте. Эта информация есть, вот Аслан все про интернет плохо, а я хочу сказать хорошо. В них выложены эти книги в интернете. В определенной форме, в PDF-форме. Пожалуйста, пользуйтесь. Это кому интересно. А кому не очень интересно, он создает суррогат. Вот Аслан уже сказал о том, что жардахут. Эта формулировка жардахут, по-моему, вот подходит идеально. Я сейчас к чему говорю. Очень часто я слышу от молодых людей, что, например, они соглашаются на то, что на шкаф, на то, чтобы невесту украли, просто потому что шикарную свадьбу сыграть не могут. Майер жардахут самый мало, ну, чтобы мы вот про нас, да, упреков, чтобы не было, чтобы про нас не говорили. Руслан Георгиевич, вот что с этим делать? Спасибо за этот вопрос. Я счастлив, что вы это озвучили. Я знаю уже много случаев, сам участвовал в таких. В свое время Высший Совет Астин обращался к астиномутскому народу, потому как не все могут такие свадьбы сыграть, там Баскова пригласить, там подобные миллионы обходятся. Договорились так, если не могут свадьбу сыграть, есть старшие от фамилии, договорились старшие пришли Миноварта, как положено, сваты договорились, и как бы комсомольскую свадьбу. От дома невесты сопроводили в дом жениха. И все это, по мне, это правильно. Вообще, многие старшие считают, говорят, вот сын мой жениться будет, не разрешу, чтобы ее повели в ресторан. Пусть пока приведут в мой дом, чтобы ее здесь приняли, благословили, а потом уже могут и в ресторан повезти. Молитву Молодежь. Многие так делают. Вот как теперь до людей донести, что можно быть и поскромнее, и не обязательно, Аслан, как ты считаешь, не обязательно влезать в кредиты? Мне кажется, это тоже трансформация традиций. Никак не донесешь. Ничего не кайбашатся. Никто никого не переубедит. Это от молодежи. До тех пор, пока в домах вновь не начнут командовать старшие, умные старшие. Но чаще всего старшие и Младшие бывают будут инициаторами. ошибаться. Я поэтому говорю, умные старшие. Младшие будут ошибаться. Многие говорят, шкафан худина, государу. Я тоже не восхваляю это, но и фалазбентон худина гайтерниси. это все равно А он кавказское славаршты. Фашива дио славарты.
Мана махриса ярхашон в жардаме хрисейтан сакхаша бирата куттата сауна команда явно аланта калкавуда там махужан шарқаштаны чингу тафакашан мабажайс чибатке чи не мешает а жаума таймражи кабакашам вадиом дарёс кашмат адбаллах сайт хаймане бомбафит науди ашкафтайды имдал сардайкой. Но в то же время позорно, когда это театрализованно делают, тоже снимают. И кто бы хотел, чтобы его невесту убрали за разные части тела и несли И потом уронили на асфальт. пали, и несколько раз поднимают. Кто это когда Ну, это делает? уже стыдно утрированные должно формы, быть. это как раз-таки Стыдно должно быть. юмор. У нас, я понимаю, что у нас есть какие-то, ну вот говорим, что наши традиции, наши обряды – это наше лицо. Вот вы Да, это именно однозначно вот наше лицо. так сформулировали, да. Но у нас есть… Ничего умного я сейчас не сказала, это вот всем очевидная вещь. Да, но у нас есть обычаи, традиции, ритуалы, которые сегодня уже не актуальны. Вот что с этим делать? То есть, например, атнаг, я не знаю, наверное, в некоторых селах делают. Торшигом Начинают ездят, делать торшигом. А никогда не делали все. Да. То есть только в определенных. Это Кугу- праздники Кутугана. определенных сел. Но у нас огороды не обрабатывают. Я сейчас к тому, что… Не, ну Куртатинская ущелье атонок никогда не делала, зато делала хорбон. Гизель делал хорбон, и вот этого быка водили, да, с ленточками. Больше ни в одном селе этого быка не водили. Это нормально. Я сейчас… Да. Да, например, Алардедер Факанс. Там же смысл был определенный, сейчас это делает формально. Я сейчас к тому, что нет… Разве? То есть у нас же уже слава медицина… Богу, Хусаун Табу, наше святилище, слава Богу, повторяю, не утеряли свою сакральность. Это нас держит в этом плане на плаву. Мы боимся их, поклоняемся им. И вот как раз таки к святилищам формально никто не идет, потому что боится кары. А если идет, то он идет серьезно. Ни один настоящий астин традиционный не будет там вытворять какие-то ужасные вещи рядом со святилищем и даже в окрестностях, там я не знаю сколько километров, потому что он понимает, что будет очень жестокое наказание. И вот вы говорите, Аларды, да, Аларды, как святилище, их много по Осетии, там Шахисан, они возникли в момент холеры, чумы, оспы и так далее, эпидемии, а сейчас эти вот Как на Стинской Слободке. Вот. эти покровители, они защищают детей. Могут ли обычаи, традиции сохраняться, если их выполняют просто потому, что так надо? Не могут. Я, как эксперт по нематериальному наследию, вот по объектам нематериального наследия федеральной, я могу сказать, что вот этот вопрос очень остро стоит, когда мы фиксируем эти наши объекты, а под объекты попадают обычаи, нематериальные практики. То, что нам досталось от наших предков, как мы их исполняем, мы их описываем. 5 объектов уже вошли в общероссийский федеральный реестр. Это и наши 3 пирога, это искусство вышивания золотыми нитями, это культ Задалеска Нана, кстати говоря, ну и так далее. Но вот в этом экспертном совете выработаны определенные правила отношения к этим объектам. И сказано, что если обряд отживает, не актуален, то, что вы вот сейчас озвучили, мы можем какое-то время организовать этому обряду поддержку. Считается, что вот эти праздники, которые устраиваются вот там в Задалеске, это поддержка обряду. Очень серьезная поддержка. То есть благодаря тому, что там 3 раза прошли фестивали, уже вся Дегория, она никогда не забудет, что она и так собиралась в это место, все Дегорское ущелье, и особенно жители Задалеска. А теперь для них показана значимость этого места, и они еще лет на 20 продолжат празднование этого праздника. Возможно, в какой-то момент это празднование либо бы сузилось, либо вообще исчезло. Потому что, например, был допущен такой факт по отношению к этому святилищу в Задалеске Нана. Он и дом-музей, и одновременно святилище, что в рамках, значит, Аланики был повешен совершенно не этнографический, не осетинский объект. Его сваляли, огромное, значит, это войлочное произведение искусства, которое якобы обозначало нашу скифскую богиню Апи. Ну, во-первых, мы уже не скифы, а только их потомки.
Ну, во-вторых, это тоже суррогатная стилизация, скажем так. И к святилищам так относиться ни в коем случае нельзя, если они действующие святилища. Вот. Если обряд после того, как мы форс-мажорными какими-то моментами, фестивалями там, или еще чем-то, да, пытались поддержать, но не смогли. Ну, не хочет осетинский народ, ну, это страшные вещи, допустим, почитать это святилище. У нас есть забытые святилища, но они забыты не потому, что мы вот как-то наплевательски к ним относились, или вот население, а просто население ушло из этого места, село перестало горно существовать, и святилище забыто. Такие святилища у нас тоже есть. Очень вот много. Аслан не даст мне соврать, он хорошо знает вот эту сторону нашей традиционной жизни. Тогда, как сказано федеральными, так сказать, экспертами, не нужно бесконечно поддерживать этот обряд. Он переходит либо в театрализованную форму, дома культуры ставят эти сценки, понимаете, и все это здорово, люди наряжают, но, конечно же, это уже не естественный обряд. Понимаете? Это уже не обрядовая наша жизнь. Это уже то, на что посмотрим, даже похлопаем. То есть в реальной жизни В этого реальной уже жизни, нет. из реальной жизни уходит обряд и переходит на сцену. В Но может, искусство. опять же, случиться так, вы это тоже озвучили, что мы поняли, как это красиво, все же через сознание идет. Мы поняли, что это трогает нашу душу и сердце, и мы опять этот обряд переносим в жизнь. И все в наших руках. То есть не бесследно исчезло. Мы же вот эту театральную форму, мы же воплотили в жизнь, мы же каким-то образом смогли эти действия, значит, воспроизвести, песни, спеть определенные там обряды и так далее. Вот такой деятельностью занимается Светлана Томаева. Это Дом культуры, вот Быдырак, Феогдон. Быдырак, это- Феогдон, и ей это удается просто Я блестяще оттуда сделать. родом. Мне бы хотелось поговорить про какие-то обряды, которые ушли, но имеют, мне кажется, до сих пор какую-то актуальную, практическую даже цель. Фатима Сергеевна, вот мне кажется, вы нам в этом плане можете помочь. Дело в том, что обряд – это просто кратковременное, порой даже одноразовое действие. Да? И, естественно, они подвержены каким-то изменениям, каким-то видоизменениям. Но чаще всего они особо обществом не поддерживаются. Не сказать, что поддерживаются, они очень неустойчивы. И то, что было актуально в обрядах вчера, то уже, значит, завтра, сегодня оно может быть не актуально. Исключение составляют лишь религиозные обряды, но они тоже претерпевают тоже вот такие видоизменения. Допустим, даже та же самая христианская церковь, да, если мы заглянем в 90-е годы, допустим, да, погружение там в купель женщины было недопустимо. Ее обрызгивали, да? Сегодня это допустимо. А в каких-то местах наоборот. То есть даже церковная обрядовость, то есть официальной церкви, она может видоизменяться. Что там говорить Зафиксированная в письменных источниках. Да. Что там говорить о народных обрядах? Обряды, они крайне неустойчивы. Сказать. Да, Был дополните. очень красивый обряд у Астин, он назывался Кашута. Вот я сейчас не хочу, значит, какую-то дезинформацию, да, озвучивать. Я не знаю, есть ли этот обряд где-либо, ну, по селам. То есть у меня нет этой информации. Это был красивый обряд, и раньше он, обряды отправляются, да, воспроизводятся. Воспроизводился абсолютно по всей Осетии. Это молодая невестка вместе со старшими женщинами. Она шла к реке и просила у реки, у Дона Чижита, потомство мужского рода. Этот обряд очень хорошо связан с нартовским эпосом. Астин, мы знаем, что Бросали в реку, там им угощения и так далее, и молились. И почему с нартовским эпосом? Потому что вы знаете, что наши герои, многие наши герои, центральные герои нартовского эпоса, они происходят по матери вот, из водной стихии. Это настолько вот яркий и показательный момент того, что нартовский эпос настолько наш, настолько пророс и в обряды, и в какие-то вот такие очень важные вещи. И жизнь традиционно, она очень связана тоже с нартовским эпосом, что вот такие вещи нельзя терять даже с прагматической вот точки зрения, с прагматики, чтобы мы не теряли звенья одной традиции, то есть одно звено провиснет, уже это звено будет функционировать не в полную силу.
То есть, если, допустим, убирается этот обряд кашута, уже здесь, по нартовскому эпосу, мы объясняем что-то молодому поколению, а обрядовой поддержки нет. Уже несоответствие получается. Грубо говоря, понимаете? не закрепляется Не какая-то закрепляется, информация. да, не закрепляется ничем. Мы уже говорили о том, что вот поминальные обряды, они более устойчивы, то есть менее подвержены каким-то трансформациям. По понятным причинам, и, мне кажется, к ним относятся более трепетно, уважительно. Вот буквально недавно у нас Алант Нахаш выпустила ряд рекомендаций по поминальным мероприятиям. Я правильно понимаю, Руслан Георгиевич? Вот, да. Да, это несколько пунктов, то есть это такие рекомендации, что бы хотелось исключить. Там есть пункт про то, чтобы горячительные напитки, на столе у женщин не было горячительных напитков. У меня вопрос, мой вопрос касается не только женского стола. Вообще горячительные напитки – это не больше современная, скажем так, традиция. Современная, я имею в виду вот 100 лет. Ну, это по-астински скажу одно слово. Жьяны фазахшка карам. Чунзахша в кувга. Молимся мы Всевышнему на праздниках, а на похоронах, ну, как бы это поминали, оберегаем там всех семью присутствующих от бед и несчастий. Но если я скажу, что вот 100 лет назад не было этого, ну, тоже неправильно. Потому как в те времена, ну, конечно, не было, вот как сейчас разные напитки кладут, и водку, и все. В те времена не было. Но зимой, если где-то вот в ущелье какие-то поминки садятся, если горячую раку не выпили, они могли мерзнуть. Но в то же время, как вот обращались к народу, да, люди, младшие никогда и не садились. Они только ухаживали за столами. Односельчане не все садились. Только приезжий народ садились за столы. Еще плохое, что было раньше, вот не дай бог, у кого-то горе случилось, там, кто-то умер, там, тесть умер или что-то такое, обязательно в доме 3 пирога должны были сделать и там помолиться и отправить. Это было, когда нужно было на арбе ехать часа 6 или сколько-то, и они могли проголодаться. Сейчас же на автомобилях за час любой конец республики доедут. Какая еще необходимость? Вот это практически тоже отпало. Вот мне хочется, все-таки Асланбек у нас представитель молодого поколения. Что вот в этих пунктах понравилось, а может быть слегка смутило? В этих пунктах? Да, в рекомендациях. Меня абсолютно здесь ничего не смутило. Единственное, что вот 11 пункт про алкоголь, да, где касается женских столов и так далее. Допустим ли алкоголь? Вот наш уважаемый старший нам разъяснил, где что допустимо, а где нет. Для меня, в принципе, вопросы алкоголя всегда вызывают такое повышенное, как бы это сказать, ну, я не могу оставаться равнодушным, потому что это та вещь, которая погубила очень много народу, и под видом молитвы она, к сожалению, косит и косит людей. Вот. Поэтому лично для меня молитва – это немножко другое. Это обращение к Господу, это чистое сердце в первую очередь. А там абсолютно не важно, что у тебя в руках, это вода или там что-то. Но, к сожалению, под этим соусом у нас потихоньку, это тоже, кстати, на мой взгляд, вошло так, как бы вот у нас так принято, что, ну, старшие в любом случае лучше меня знают, что и как принято, но у меня вот внутреннее какое-то бывает несогласие с этим, вопросы, потому что одно дело обратиться к Господу, а другое дело с чем к Нему обратиться. Это, ну, как бы весьма неоднозначно. Я понимаю, что я могу вызвать, как говорится, огонь на себя, но у меня бывает такое в голове, такой диалог. Ну, в принципе, все взрослые люди. Я никого жизни не учу. Если ты хочешь выпить, ради Бога, выпей, но вплетать это в нашу традицию, где через 2 секунды за столом начинается мат, перемат, сигареты и так далее, Да, это не сильно уже сознание. похоже на традицию.
Правильно, абсолютно верно. Здесь, конечно, нужна мера, нужна жесткая рука, скажем так, старшего поколения, чтобы они Которые своим сами должны примером, быть, да, своим примером показали, примером. как нужно и как надо делать. Я считаю, это такой острый, неприятный вопрос. Я не думал, что мы его затронем сегодня на передаче, но тем не менее. Это именно острый вопрос. Да, Я это очень острый часто вопрос. слышу... Хочу тем важнее. маленькое Да, дополнение да. сделать, если можно. Я согласен целиком и полностью. У меня очень наболевшая вот эта тема тоже была. И когда я когда-то вот писал вот про обычаи и вот связано с поминальными этими, я тогда не был членом Высшего Совета Остин вообще. И направил копии, размножил, чтобы по всем районам отправили. В свое время вот, покойный, Царство Небесное, Шузурко писал там в его книге, 6 тостов только бывало. Многие у нас говорят, армян говорят, хорошо, только 4 тоста. Я с этим тоже согласен. Отправил во все районы Осетии и со всеми пунктами соглашались, кроме того, как поминальных тостов, говорят, 6 не может быть. Их должно быть 10. Я, знаете, что вспомнила? Я могу немного содержания неправильно передать. Я помню, Таурахта лет 20 назад читала, и было такое сказание, когда к покровителю мужчин подошел черт Хайрак и предложил ему... Нельзя называть. Она жарина. Она жаринак. Ну, я этот... Про выпивку. Да. Кто выпьет 3 будет хожан, кто больше дал хожан. Вот. Ну, это да, же всего яркий лишь. показатель отношения сетин к выпивке. А куда это все делось, Аслан? Знаете, в чем наша беда? Сегодня традиции старшим объясняют те, которые еще ни одну книгу не прочитали. Вот молодежь, а вот в интернете гуляю, и вот молодежь, вот ребенок, которому 15 лет, 20 лет, услышал от себе подобного, что мы на хиштарта на ничтой. Мы до хиштарта на ничтой сауноман машин нож набождишь. Выпить и помянуть – это совершенно разные глаголы, имеющие под собой определенные смыслы. Состояние. Если, вот, например, я с Шожирко тоже не согласен. 6 тостов. Да, вполне возможно, что куртат комах и такуша автоутиш. Вполне возможно. Но в другом месте было, например, 8. Я вот с Русланом полностью солидарен и согласен, потому что сегодня не редкость, когда мы можем услышать «Мы трак-трейк ахтама баллон рахаудиш». Так они их хоронили там, прятали не для того, что вот когда-то мы выкопали, а для того, что вдруг что-то произойдет. Кто-то, не дай бог, зимой умрет, кто-то там... Ведь они, говорят, пивом молились. И к свадьбе готовились, а к похоронам никто не готовился. Конечно, Неожиданно сын было. родился. Они доставали араку, и вот этой аракой молились. А другое место где? Сегодня есть еще умники, которые начинают умничать. Зуарбен ты на ничтой. Не надо путать. Зуарбен, ама кувандон. Кувандон может быть вот здесь, мне асбнат. А Зуарбен может быть там, в горах. Где конкретно его место? Труднодоступно. Труднодоступно. Значит, по их логике получается как? Вот если вот это, например, табу над реком Кувандон, вот здесь табу мабанаш строго запрещено. Вот здесь за него можно выпить аракой. Заходить даже босиком. Да, значит, здесь знаете, за него без нельзя ремня. пить аракой, а здесь можно. Здесь за Бога, к Богу нельзя обращаться аракой, а здесь можно. Это их логика. Если уж мы отказываемся, то надо и здесь отказываться. Далее, что касаемо вот этих рекомендаций, из 21 рекомендации я минимум с 6 рекомендациями не согласен. Вот, например, «Карази сашмашабат тактабира ахсафашин». Вот когда данное национальное телевидение зародилось, 7 лет, 8 лет назад почти, то была такая же передача, вот «Ходау-ты-тхай». И там была женщина, Салагира, не помню ее фамилию, она тоже говорила, 500 рублей фулдермавшим. Знаете, я иногда вообще не пишу, потому что у меня не бывает денег. И ни один покойник мне еще не позвонил и не сказал, почему ты не записал. А на мнение мне вообще все равно.
Я прихожу туда на поминь, на похороны, на погребания не потому, чтобы угодить там Асур Чилов, генерал, полковник, вообще все равно, кто рядом со мной. А Жербасов-то, чтобы проводить в последний путь покойного. А все остальное меня вообще не волнует. И поэтому чисыканы уяхисан, ирчидер кейдер саштынгаша, имя сашты хутты таршина, уймамма касырдыкер. Но так рассуждают единицы, Аслан. Не, вот я солидарен с тем, Аслан, действительно, я даже на похоронах слышал, один мудрый старик вышел, и выступающий был, и объяснял людям. Говорит, вот в городских условиях, если человек минимальную пенсию получает, знакомых много, и вот как Аслан сказал, говорит, из-за того, что я не могу записаться, я не должен пойти и проводить в последний путь человека. Мол, не стесняйтесь, приди, что можешь. Конечно. Постой, пособолезнуй. Это еще рядом с важнее, чем близкими. деньги. Да. Аслан, давай еще один пункт. Еще вот И один Фатима пункт, Сергеевна. это 18-й пункт, помимо других. Ионагай тафарфаш канан масаун. Согласна. Хоршер ионагай. Хер манан сау бахичат фала. Ана умайдарна ишкат бон хазар ишчамалы. Я фундер ничи жон фала. Жагат хусау самай алкай харайдер. Хиштар траждар савойма автодарттыр. Фала махазар март куа. Амама мимбал курбасова. Вот ионагай. Вот қаман қалма кашада. Ола каттар чидер басау заниш. Макайма басаун. Уйман тхайр басу диш. Ирей самақа усамай дала кашаты мартма. Дала шахат дала кфажина. А он его будет упрашивать. Сома мимо. Ирмуна Аслан курбаса. Мама. Вот қама жага. Алкшадр сома бавай мимо. Вот из-за того, что вот ионагай саванный. Чижах там ионагай саванный. Жан боном, баварам бон. Другое дело. 5 минут подождать, а там вот тарам браткан зашты. Пристроиться. Фала март бон уфадишонса. Как он, жем дишагай. Не созвонен пандар. Опять-таки это рекомендации. О, что именно Уточняю. Я извиняюсь, тоже хочу дополнить, пока не перешел к следующему пункту. Очень много звонков я получил, после этого тоже я солидарен с ним, потому как, если даже Жиян Бондар во время похорон, лично у меня бывало у самого случая, когда нужно было в городе съездить куда-то на похороны, потом в Беслан на похороны съездить, а потом еще куда-то в Чикалу. Кого я должен ждать? Мне все близкие, друзья и тому подобное. Как я должен поступить, кого-то ждать? В исключительных случаях почему нельзя? Пришел, соболезнуешь, и потом уходит. И очень много, вот как он сказал, очень много звонков. Так как вот, считают актуальным. Бахатрка, извиняюсь. И вот есть Да. пункт, Да. который мы никогда не поменяем. 7-й пункт. Жан фунгл артакарзина аваранд. Паурнуды дуния и нертем курфалдаха дуния. Вот никто никогда Таршегомских не переубедит. Вот Шуатише, вот как палкивается Шуатише, я не оттуда, но моя родня оттуда, я Варенсер Такарзина. И если мы сегодня категорически будем говорить, мы драшно, да, мы никогда не переубедим его. Точно так же, как и он меня не переубедит. Мы на раджа Ерсимно Кахтармаш крут, на Макаджах и Штартаю, Кагаган, Мангдуния Сегма Абалскутта. Мы рынкут памажа, он тоже драшно, да. Я ему не докажу, почему он не прав, а он мне не докажет, почему я не прав. У меня сама говорит Такарзина, и таша хур дон мажа хона сина таша хуса ваштер машасынаш хуттой я хамнал бажадиш, а конкретного толкования нет и не будет. А для того, чтобы наши хдалтам меня автом термаву и нам она уалзаджи калмытам она усадурил кучим бардвайнс адам сакурай фардак кейхона сего я ул кучим бардвайнс са утстата айдл сахал яфта маой уйтыхай маняса чингута чишт на руслани мака Трилун хашкот там. Я усачинек чингутач, шевта гагангашнал, фаламазгашчи кушпа диккой, маша кубай уканиккой. И вот хоржвайт. Памова яфта. Мане я канансяфта, мане канансяфта. Фала. Мне авто куканиккам юма одвайт хождар. Мне амкуду жан канта аппаринак. Баурнуда, аппаринак занеси. А и варшканен можно. Фала аппарнер, иржагам камадыр мардахшавар канас. Камадырейна канас. Усал бахижет фала мадан я абуевна кабул камала.
Она готова сама умереть, лишь бы была моя улыбчика. Да, есть такое. Мы кутпаму басами куджахают, мартахшавармакар. Но это надо сидеть, говорить долго, год, 2, 3, 4, 5, и к этому мы придем. А сегодня мы на шайшу, мы на мажорда манасау. Мы тычида самайда атаман унаффакана гой, шабргай. Мы на ахуркана дара школа кут фажар. Лекции дамбакарса института, мадан ссылка тараться литература, юйдар бакаш. И вот мы Диана Шайна была. Можно, да, я да, скажу да. по этому поводу. Аслан просто великолепно передал всю ситуацию. Можно сказать, художественно нарисовал нашу реальность. И я, как фольклорист, просто этнолог, хочу сказать, что существуют локальные традиции. Локальные традиции – это наша память, которая связана с предками, она священна для каждого человека. То есть Уалакум – это одни традиции, Дугургум – это другие традиции, Куртатукум – это третий, Торшигум, четвертый и так далее. То есть пока у нас будет эмоциональная привязка к нашим ущельским традициям, их менять никто не будет. Для человека это свято, потому что это связано с его предками. Пока, и Аслан абсолютно прав, эта единая книга невозможна. Или ее должны писать, действительно, целый институт должен писать эту книгу, чтобы она всех устроила. Но пока такой книги быть не может, потому что у нас устная традиция, осетинская, древняя индоиранская традиция, она устная. Мы единственный индоиранский народ, который остался со своей устной традицией. Со всеми согласен, но старшие наши полагают так. Вот сегодня, как сказали, да, ну, в Трусовском ущелье, в Куртатинском или в Дегорском, да, никому не говорят, чтобы не делай так. Главное, чтобы вот наша задача, чтобы наше поколение, наше будущее, младшие, вот меня невозможно тоже, например, скажем, переубедить. Я уже взрослый, но наша молодежь, в основном все живут в городе. В селах остались единицы. И чтобы здесь у них обычаи не разнились, чтобы делали они как бы вот объединить. И, ну, да, мы убьем они традицию вот этим. Я так понимаю, что то, что в разных ущельях свои обряды и традиции, это не трансформация, это норма, это так должно быть. Это норма, это тысячелетиями существует. И мы вот должны сейчас если нечто этого не единое будет, сделать. Диана не даст соврать. Сыкушсыш тахурганта. Сыкушсыш ты фашиват каулахур. Если я буду знать, что в Куртатинском ущелье тоже серая ручка, я туда не поеду. Потому что я буду знать, что она мне не интересна. Но мне интересно побыть тут. Например, у меня в селе Табу Асилайт не отмечают этот праздник. И мне интересно, как же в Даргавше это проходит. Да. И когда этот праздник приближается, своих друзей, мы начали автобаку макаран. А что будет? А как вы готовитесь? А что означает Ола Хохмаду Вапон Фасужаран? А обязательно туда идти? У меня в селе цаешь, там школу, да не он даже сварит, табу шунат молча факална. Махан захан баржон, ничего. Они у нас доступны. У нас эфирное время подходит к концу, уважаемые эксперты. Последний, может быть, слегка наивный вопрос. В нашем современном мире, где абсолютно разные религиозные течения, а может быть даже не религиозные, у нас есть те, которые придерживаются светской жизни и по мышлению тоже. Для чего нужны традиции, Фатима Сергеевна? Традиции, они прежде всего призваны контролировать жизнь общества, прежде всего, потому что в обществе существуют некие нормы, некие правила, и для того, чтобы гармонично сосуществовать друг с другом, гармонично взаимодействовать, для людей созданы нормы, социальные нормы. Так вот, традиции, они поддерживают эти социальные нормы. Также традиции, они призваны помочь в идентификации этнической, религиозной, территориальной, географической и прочей идентификации личности, даже целой группы, и даже целой социальной общности, такой как этнос, там, допустим, племя даже и так далее. В-третьих, традиции – это, как я уже говорила, преемственность. Благодаря традициям сохраняется преемственность старшего поколения с последующим, и наоборот. И далее познавательная функция у традиции есть, потому что, общаясь со старшими, соблюдая традиции, мы очень много узнаем
значит, о том, что было, и даже можем как-то прогнозировать, что будет в какой-то мере. И, наконец, воспитательная функция. Здесь традиции просто необходимы, потому что сейчас при обилии значит, псевдопсихологов, псевдопедагогов, которые, значит, находят каналы воздействия, опять-таки, через самые востребованные СМИ, это интернет, да, то, чем молодежь пользуется активнее всего. Здесь очень важно опора на традиции, потому что не всегда псевдопсихологи и псевдопедагоги, они могут передать то, что может быть полезно для общества, для подрастающего поколения. А народная педагогика – это основа всего. Какие бы изыскания ни были новомодные в педагогике, психологии, там, физиологии детей, да, и соотношений вот этих всех областей, все равно народная педагогика, которая положена в основу традиций, она незаменима, она вне конкуренции. И лучше, чем традиции, с воспитанием не справится ни одна культурная область. Вот как раз у нас Асланбек работает с молодежью. Вот в нашем современном мире традиции... Тесно работает, тесно. Да. А Для мне чего? сложно добавить после наших уважаемых экспертов, после такого развернутого ответа что-то. Я скажу более, так скажем так, простыми словами, традиции не дают нам забыть, кто мы. Кто мы, откуда мы, какая кровь в нас течет. Это важно, И очень. я считаю это такой основной функцией традиций. Потому что как только они будут утеряны, будет наша самобытность утеряна и туда дальше. Поэтому все остальное – это уже дело времени. Аслан, мы сегодня говорили о трансформации традиций. Когда это хорошо, а когда плохо? Коротко. В трансформации традиций ничего хорошего нет. Мы теряем, мы должны держаться. Даже за плохое мы должны держаться и исправлять. Потому что в первозданном своем виде оно плохим не было. Оно стало плохим. Исправить можно. И поэтому я считаю, ничего не убирать. Подзабыть чуть-чуть можно. Вот, как Диана сказала, перевести в другую форму. Но не закрывать, и чтобы не кануло в лету. Что касаемо традиций, вот касаемо осетинского народа, пока есть хотя бы одна капелька традиционной культуры, одна капелька, нация жива. Как только эта капелька капнет в море, все, традиция, эта нация погибла. И останемся мы только на бумажках, в истории. Вот как скифы на бумагах остались, сарматы на бумагах остались. Ну, мы уже наследники, но в другом виде. Мы уже по-другому относимся. Трансформировались. Ну, наверное, по-научному. Я по-русски, если бы столько умных слов знал, я бы здесь не сидел. Нет, ты бы именно здесь сидел. Традиции, йодоныштына традиции-то не гдаута-шты на нации сашком. Алсадар хоржу, садар хоржу, хорж машинадар хоржу, фала машинадар башгава, ихсатадар бамбинс, фала гдау у адаймаган ясашком. Ма адайма қама ясашком ма бахара. Мана ма сачына хоргана кджахта, кдюзрта шамил, лаг қама яшар шарма хаша. Вот, Диана Вайнеровна, вы, по-моему, придерживаетесь такого же мнения. Мы уже с вами говорили о том, что важно быть человеком достойным. Вот. Да, я хотела закончить тем, что любая традиция должна быть наполнена человеческим теплом, душой, а уже как себя вести, наученные нашими предками, мамами, папами, дедушками, бабушками, мы уже правильно себя поведем в любой ситуации обрядовой. Я уверена просто. Мы сможем так повести себя, как надо. И это будет диктоваться сердцем, а не какими-то установками, понимаете, правилами формальными. Это раз. А два, вот то, что Аслан вообще очень достойный младший, который уже претендует по своему развитию быть старшим. Вспомнил наших предков, скифа, сармата, алан. Мы не должны об этом забывать. Вот наше поколение должно почувствовать ответственность за свою великую историю. У нас в прошлом действительно великая история. Это евразийские кочевники индоиранского происхождения, которые не оставили ни одного пустого места на огромной территории. И
скифы, аланы, сарматы, они дали другим народам очень много всего. Они структурировали их мир, они оставили обряды. Мы можем это сейчас изучать, сравнительные там какие-то всякие сопоставительные работы писать и так далее. И сейчас вот то, с чего вы начали, нами интересуются все. Нами именно поэтому интересуются. Потому что мы оставили глубокий след в истории очень многих народов Евразийского континента. Как выражаются, до материковых границ. Может быть, иногда даже на лодках и на кораблях куда-то там поплыли. Понимаете, о чем речь? Там, где ступила копыта коня, скифа, сармата, алана, там осталось его национальное лицо, его личное национальное лицо. Он передал свои обряды, обычаи. И, кстати говоря, все эти народы благодарны до сих пор. И многие претендуют быть потомками этих народов. А мы, носители этой, непосредственные носители этой культуры, должны об этом не забывать. Этого утрачивать ни в коем случае нельзя. Вот тогда мы действительно исчезнем, если мы забудем об этом. Спасибо большое, Руслан Георгиевич. Я тоже буду Подведите краток. итоги. Хорошо, я благодарен сперва вам. Спасибо хочу сказать вашей компании телевизионной, потому что поднимаете злободневные вопросы, чтобы наш народ все это знал. А так все эксперты красиво сказали, и даже нечего добавить. Я хочу единственное сказать, действительно, нужны нам традиции, обычаи наши для воспитания, чтобы наши младшие достойными выросли, остинами. Как у нас говорят, каждый человек в первую очередь лицо своей семьи. Потом, выходя из своей семьи, лицо своего села. Потом дальше лицо своей фамилии. Потом лицо Осетии. Потом лицо, вот, то есть и масштаба такого, лицо России тоже. И я хочу, чтобы наша молодежь была достойной, потому как они сейчас, вижу, и умные, и красивые, и все могут. Дай Бог это. А вам огромнейшее спасибо. Боженек, я надеюсь, что после нашего выпуска хоть какая-то часть, скажем так, наших зрителей будет разделять остинские традиции, обычаи от веселых мероприятий, которые мы можем организовать для души. Ну, а трансформации наших традиций, наверное, будут не настолько революционными, а будут, скажем так, адаптированы все равно, чтобы мы сохранили нашу национальную самоидентичность. Я благодарю каждого. Мне было очень интересно. Мне кажется, что я сейчас выразила мнение всех наших зрителей. Спасибо вам большое. А нашим зрителям говорю до новых встреч.